В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Братство из глубины веков. От души с праздником, мира нам всем, добра и процветания. Рамзан Кадыров принял участие в торжественном собрании во Владикавказе, посвященном сразу 3 важным датам в жизни Северной Осетии – Алании. Комфорт и безопасность. Длина улицы Ашхабадской 2300 метров. Активными темпами ремонтируется столичная улица Ашхабадская. Как изменится облик дороги? Где только горы, я и небо. Здесь прошлое и будущее переплетаются между собой, наталкивая на мысли о судьбе чеченского народа. В Грозном открылась ежегодная выставка планерных работ. Поделимся философским содержанием экспозиции. Чеченскую республику и Северную Осетию связывают давние братские отношения. Их корни уходят глубоко в прошлое и отражаются в общих ценностях и культурных особенностях. Об этом написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Политик во главе чеченской делегации принял участие в торжественном собрании во Владикавказе, посвященном сразу 3 важным датам в истории Северной Осетии. По случаю праздника в регионе прошли народные гуляния и крупные культурно-развлекательные мероприятия. Репортаж Турпалали Тайсумова. Фестивали народного творчества, развлекательные семейные программы и общее праздничное настроение. Северная Осетия Алания отмечает столетие образования. На улицах люди занимаются поделками с детьми, участвуют в мастер-классах. Главное же мероприятие проходит в местном театре. Туда прибыли почетные гости в лице руководителей регионов Северо-Кавказского федерального округа. Праздник посетил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по приглашению лидера осетинского региона Сергея Миняйло. В ходе торжественной части поздравительный адрес от президента России Владимира Путина зачитал полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. С праздничной речью к собравшимся обратился и сам осетинский лидер Сергей Миняйло. Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые жители республики, прежде всего разрешите мне зачитать поздравления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным событием. Столетием образования Северо-Осетинской автономной области. Этот юбилей – хороший повод обратиться к истории вашего древнего и прекрасного края, отметить значимый вклад живущих здесь народов в сбережение богатой самобытной культуры нашей многонациональной страны. И, конечно, вспомнить ваших знаменитых земляков, храбрых воинов и искусных мастеров, выдающихся ученых и писателей, музыкантов и артистов, общественных деятелей, тех, кто своим ратным и созидательным трудом прославил родную землю. Отрадно, что жители республики с глубоким уважением относятся к отеческим заветам и традициям, принимают активное участие в решении важнейших общенациональных задач, в реализации масштабных проектов в экономике и социальной сфере, транспортном и туристическом комплексах. Желаю вам успехов на благо Республики Северной Осетии Алании и всей России. С уважением, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Алан Владович, Рамзан Ахматович, дорогие наши гости, которые приехали к нам сегодня в республику, разделить с нами вот эти праздники, которые в этом году у нас знаменательные. Вот в частности написано 250 лет вместе с Россией, 240 лет городу Владикавказу и 100 лет образования Северо-Осетинской автономной социалистической республики. Это история нашей республики, нашего народа. Эту историю писали люди, такие же, как мы с вами. Мы сегодня всем показываем единство нашей великой Родины.
Поэтому я от души хочу поздравить всех жителей нашей республики вот с этой знаменательной датой 100 лет образования Северной Северо-Осетинской автономной социалистической республики. Многие из здесь сидящих в зале родились в этой республике и живут сейчас уже в новой истории России. Поэтому от души с праздником, мира нам всем, добра и процветания. Спасибо. Поздравительные речи со... На сцене выступали хоровые и танцевальные коллективы с местным колоритом. Между тем, официальные гости выступали со словами поздравления в адрес всех осетинов. Кроме того, чиновники выразили слова признательности Рамзану Кадырову не только за визит, но и весомый вклад в развитие двусторонних отношений и сотрудничеству в самых разных сферах жизнедеятельности, которые и связывают близкие субъекты. У нас давние традиционные связи. Вот мы сегодня отмечаем очень важный юбилей республики. Это столетие прогресса, столетие развития, это столетие реализации очень важных и экономических проектов, и проектов в социальной сфере. И все эти годы такого системного взаимодействия с Чеченской республикой мы с ребятами вместе и учились, помогали друг другу, отдыхали вместе, а потом работали и успешно развивали и Чеченскую республику, Республику Северная Осетия и Алания. Эти традиции братства, традиции взаимопомощи, уважения, они заложены нашими старшими, которые на протяжении многих столетий жили в мире и согласии, помогая друг другу. И наша задача сегодня эти традиции хранить, применять в своей жизни, развиваться. Мы видим, как динамично развивается Чеченская республика, какие позитивные экономические процессы проходят. Мы видим результаты в социальной сфере. И дальше на уровне парламента в республике мы встречались с Шаидом Вахаевичем Жамалдаевым, обменялись впечатлениями и наметили планы по законотворческой деятельности, которая, уверен, станет основой динамичного социально-экономического развития двух братских республик. Действительно, сегодня такое историческое событие для всей нашей республики. И то, что главы других субъектов приехали поддержать Северную Осетию, это очень значимо для нас, для жителя каждого в нашей республике. С Чеченской республикой, как и с другими субъектами Северо-Кавказского федерального округа, мы активно взаимодействуем. Ну, хочется, наверное, отметить взаимодействие в части педагогического образования, потому что педагогический округ, на основании которого сейчас взаимодействие осуществляется и опорным центром является как раз педагогический вуз, расположенный в Чеченской республике, является такой важной составляющей для развития всего педагогического направления. Мы знаем сегодня, как много со стороны государства уделяется внимание педагогике, учителям, и всегда исторически в Северо-Кавказском федеральном округе учитель имел определенный статус. И вот я думаю, наверное, это нас в том числе и объединяет. Перед прощанием глава Чеченской республики еще раз обменялся взаимными словами благодарности с участниками встречи по случаю осетинского юбилея. На обратном пути Рамзан Кадыров вместе с соратниками по приглашению наведался в гости к главе республики Ингушетия Махмуду Али Калиматову. Assalamu alaikum. Masserede belki de o dedi ki gidil. Hoca. Assalamu alaikum. Noqchi mek da diyelmiye savaş Ahmet Ali Kat Ramzan. Mahmud Yaşu. Vaydona. Severna Osetiya hadoshdo hamda moladona. Vay rezeli boç alay vakado. Vay vaşloçlan. Alay don güvel hodon. Mamad ay voçdon. Veçdo da bola. Ne yapalım? Bu bağıştık da var. Vay bu vay boçoldu. Veldik ne kadar değil. Asıl aldık o da Ahmet Sirallahu Akbar. Прибыв в дом чиновника, у них состоялась встреча, уже в непринужденной обстановке, в лучших традициях ингушского гостеприимства, как назвал это лидер Чеченской республики.
Встреча завершилась пожеланием друг другу успехов в работе. Турпал Алита Исумов и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В центральной мечети сердца Чечни провели религиозные мероприятия в честь наступления нового 1446 года по хиджре. Коллективную молитву собравшиеся совершили под руководством муфтия Салаха Хаджи Межиева. Верующие восславляли посланника Творца и просили Всевышнего о милости для всей мусульманской уммы. محرم بيت حلخر بيسوقان محرم بيت حلخر ددو أخ محرم بوت هبوت بون الشيء ده الحرم بينش بيبط تعبوت بوير قائم عليه الصلاة والسلام شين شوها هجر دولين بوت بوير شين شو عاشورا دولش بوت بوير عاشورا دينا مارخا برسونة دولش مارخا بتشون سانشرا دينا شا قنوشنا ده الجشتي دولش يلشنا عليه الصلاة والسلام قابي أخين خيلش خيز خيويرا شين شو عمل عبادة سوداء خليش شو دول دلر محرم والحرام بتس خدون الشيء عمل يرسان شو عدول دليته شرع بيركت خليته رزق وشلاله هرحقل دولش دولشو بيركت داشلين خيلوين وين دعيوش ديل حور المجلس شو ويمسو ريون شكا مجدك شكا عيوش ديل حور المجلس شو اخ دوخ ساعة نشدو يش موتش شو دش بيع نشدو رزق وشلاله وي باتشح وي قام وي دنشي عالش دش بيركت داشلين خيل هر كرل شو رزق وشلاله ايمان اسلامي دينه مكشنا بيركت يا سودا خلوي سمكش بوشان غول ما شلش دويل بوسوب دين بوسوب نخ لق بوخيل دال بوسوب نيا صعبت بويل رزق الوش دال قيل عقوش عبوش ووش بالها دال دويل رزق الوش دال يا بيرتي يويل دوغ بعد ديلش إرسي ماشي خز داخل لويل. Завершив вечерний намаз, верующие прочитали мавлид и сделали дуа за мир и благополучие на чеченской земле. Национальный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную акцию добра. Она приурочена к наступлению благословенного месяца Аль-Мухаррам, знаменующего начало Нового года по мусульманскому календарю. Продуктовые наборы распределили среди нуждающихся семей. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции Медина Мударова. 7 тысяч бутылок лимонада, мяса птицы, а также 21 тысяча буханок хлеба. Машины, загруженные продовольствием, снова отправились по районам республики. В честь наступления священного месяца Зуль-Хиджа региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова раздал продуктовую помощь. قابلدن ساخلی تویل و اوکراینی بیگبر و مه قون خواهی مگش مرشه طولم سنت برزوشه وسیله وج الله تعالی قابلدن ساخلی تویل قر وی پچا وی مهنان امانو وی قم مصو وچم نخالش دیشه وسیله وج الله تعالی. Продовольствие получили жители города Аргун, а также Гудермесского, Нажеюртовского и Шелковского районов. Тепло и забота поступили в каждый дом. Для нуждающихся такая поддержка бесценна. Все как один благодарят Аймане Несиевну и Рамзана Кадырова. الله دا أوبل بن ساخلي تور بولش دولش من كل بوصل شودو مصو بوصل أدمان دير. Для многих эта помощь стала настоящим спасением. Глаза сверкают блеском благодарности, ведь вместе с продуктами в дом пришли тепло и забота. هر پومش یایتنا دال ساق یول شهر وزن دیر دال قبل دول شو ساق دال قبل دولش دال ساق دولش هش لا منا دوخش دوش حقوش تكونه وحقوش دكتور هذا هو كله دال قبل ساق دول سير رمضان غير أحمد عجيب هون دال قبل ساق يول وزن دير
وقيل تعدق مساق داقش اشتيهم وش عشبوه ديلريز خليل سان أحمد حاجين تيرا هيمان تيرا شركان ترمزان تيرا دا قوبل ساعي ولا دا ساعة كل حاجة في بسيط عندك نلا Нехватка финансов, улучшение жилищных условий, болезни, несчастные случаи. Этот список можно продолжать долго, но с каждой проблемой на помощь приходит Аймани Несиевна. Она помогает каждому и незамедлительно. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Общественные контролеры Народного фронта совместно с представителями Минавтодора и столичной мэрии проинспектировали ход ремонта на улице Ашхабадская. Данная дорога в Шейх-Мансуровском районе ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Она имеет важное социальное значение, поскольку ведет к 5-й городской поликлинике и местной мечети. Валентина Гусевская о том, как изменится объект. Несмотря на летний зной, бригада рабочих вышла на ремонт дороги по улице Ашхабадской в Грозном. Начали с подготовки основания. Для этого убрали 6 сантиметров верхнего слоя старого асфальта. Затем укладывают новый. За каждым этапом следят сотрудники строительного контроля. Толщина слоя здесь в данный момент на этом участке 6 сантиметров должна быть. Это верхний слой покрытия А16ВН. Ширина здесь на данном улице у нас 6,80. Температура соответствует, толщина слоя соответствует, ширина тоже соответствует. У нас к работникам никаких претензий нету. С помощью 3-метровой рейки проверили поперечные уклоны и ровность покрытия. После укладки асфальта его прикатывают катками. Следующий этап – нанесение разметки. Местные водители с нетерпением ждут завершения ремонта и искренне благодарят за обновление дороги. Новая дорога, вот эта поликлиника здесь, постоянно детей возить. Нужная дорога, поэтому была плохая дорога, сейчас уже собираются делать хорошую дорогу. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На объект пришли контролеры Народного фронта. Народный фронт является общероссийским движением, лидером является президент России Владимир Владимирович Путин. И цель и функции нашего движения Народного фронта – это осуществление контроля за всеми нацпроектами, реализуемыми в России. Мы еженедельно, по несколько раз в неделю делаем выезды совместно с представителями Минавтодора, заказчиков наших, мэрии Грозного на эти объекты. Совместно с Дорконтролем провели замеры параметров. Все эти параметры соответствуют нормативным. Длина улицы Ашхабадской 2300 метров. Здесь расположены десятки домов и социально значимых объектов. Поэтому пока на одной стороне движения укладывают асфальт, другая свободна для проезда и не мешают движению автомобилей. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Грозном будет отремонтировано 48 улиц протяженностью 48 километров. На сегодняшний день уже завершены работы на 22 улицах общей протяженностью 21 километр. Данная улица была включена в список дорог по ремонту в 2024 году в связи с тем, что было много обращений жителей данной улицы, а также тут у нас расположено 2 соцобъекта. Это ГБУ поликлиника номер 5 города Грозного и мечеть. Завершить ремонт улицы Ашхабадской планируют уже на этой неделе. В Шейх-Мансуровском районе на очереди улицы Гурьевская и Гайрбекова. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В республиканском комплексе образования «Квант» стартовала 2-я летняя смена. Ребят ожидает насыщенная образовательная программа, обучение новым навыкам и возможность завести новых друзей. Что включает в себя образовательные и досуговые части проекта, расскажет Валентина Гусевская. Привет, Майнкрафт – самая лучшая игра. Современные школьники все чаще интересуются созданием компьютерных игр или сайтов. В период каникул желающие научиться программированию записались на летнюю смену в республиканский комплекс общего и дополнительного образования «Квант» в Грозном. Ясин Мудаев первый раз на летней смене. Вместе с другими изучает 3D-программы, чтобы моделировать объемные предметы и окружение. Следующая ступень – создание игрового мира. На перерыве желающие играют в очках виртуальной реальности. Это игра, где VR-очки нужны и джойстики. Сначала, когда
Я делаю работу, заканчиваю, но и потом Майнкрафт играю. Программирую, программы там, сайты там. Помимо программирования в секции IT-клуб, есть еще кванториум, где создают роботов, и творческое под названием «Сфера». В кванториуме собирают роботов для развлечения или практической пользы. Каждый может создать механизм из конструктора и разных деталей. Помогают юным робототехникам знающие преподаватели. На уроках мы проводим гонки роботов, битвы роботов. Дети получают начальный уровень технических знаний, которые им в дальнейшем помогают такими профессиями, как архитектура, творческие, дизайнерские профессии. Илина Букаева и Лиана Танталашева не первый раз на летней смене в «Кванте». В прошлом году они были в творческих секциях. В этом году решили научиться конструировать роботов, уже готовятся к защите проекта своей разработки. Мы делаем различных роботов вместе с ребятами, а потом их тестируем. Он просто может двигаться. Это был наш самый первый робот. Мы его сделали вчера. Я придумала сделать такого робота, который будет мыть полы. И мой учитель мне помог его найти. Я его создала. Почувствовать себя настоящим кутюрье можно с помощью кружка «Мода и дизайн». Начинают обучение с обращения со швейной машинкой и вышивания вот таких вот незамысловатых узоров на кусочки ткани. Когда основы усвоены, приступают к шитью сумок, игольниц и даже вот таких вот дизайнерских кукол. На следующем занятии юные швеи будут создавать свою первую юбку. Алина Нурбаева пришла на творческую секцию, чтобы стать ближе к своей мечте. Я хотела пойти на этот кружок, потому что в будущем я хочу стать дизайнером и шить вещи для других людей. Я сейчас шью шопер, и я потом захочу шить юбку, потому что это моя мечта — шить юбку и разные вещи, и платья для других. Сейчас в «Кванте» проходит вторая летняя смена из 3. Ее участниками стали 250 детей. Каждая программа длится 2 недели, и ребенок может выбрать направление по своим интересам. После занятий к ребятам приходят эксперты или они ходят на экскурсии. Такие смены у нас в регионе проводятся уже 10-й год. В этом году наша площадка проходит по теме «К вызовам готов», где мы хотим подготовить наших детей и подростков к тем современным вызовам, которыми они встречаются ежедневно в своей жизни. Мы в рамках воспитательных мероприятий рассказываем о таких темах, как кибербезопасность, кибергигиена, основу финансовой, экологической грамотности, говорим про здоровый образ жизни. Также мы обучаем детей в рамках своих программ проектной деятельности. Через 2 недели стартует 3-я летняя смена. Регистрация идет на сайте Республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». Для жителей других районов существуют аналогичные площадки. Записаться на них могут дети и подростки с 6 до 17 лет. Посещение бесплатное. Валентина Гусевская, Сайдымин Мусаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В летнем лагере Академии дружбы народов Ахмат Луганской Народной Республики под патронажем чеченских бойцов подростки проводят время с пользой. Для детей разработана разнообразная программа участия в тактических военных играх, встречи с героями СВО и соревнования по различным дисциплинам. Адам Магомедов поделится впечатлениями ребят. Уже ставший довольно известным боевой клич сопровождал участников летнего лагеря Академии дружбы народов «Ахмат». Здесь, в Луганской Народной Республике, почти 4 десятка человек вне зоны комфорта, без интернета на протяжении 2 недель проходили курсы военной и патриотической подготовки. Они включали в себя как теоретические занятия, так и практические. Многое из этого понадобится ребятам и в обычной жизни, к примеру, оказание первой медицинской помощи. Ищите тех, кто выполняет хорошо задачи, другие болеют. Ваша задача — товарищество. Помимо этого, молодых людей обучили сборке, разборке автомата, преодолению препятствий различной сложности, спортивному сплаву по рекам и отработке стрелковых упражнений на открытом полигоне. Давай! Сейчас. Заходи! Ура! Победа! Все это время ребят сопровождают опытные военные специалисты, которые всегда стараются давать наставления. Мы надеемся, что эти дети никогда не будут на войне, война уже закончится, они не увидят больше. Но знать и понимать
В этом, считаем, нет ничего плохого. И патриотические лагеря надо создавать больше по стране. В День памяти и скорби курсанты отдали дань уважения участникам Великой Отечественной войны у мемориала защитникам Отечества. Им рассказали об ужасах тех времен, которым нельзя дать повториться. Народ голодал, тут было голодание очень сильное. Те, кто вот такие малыши, как вы, хотели есть и ночью лазили на поле и собирали оставшиеся колоски, тех как минимум очень жестко избивали и наказывали, а при повторном случае убивали. Ребят ждала и интересная культурная программа. Просмотр уже ставших классикой искренних патриотических фильмов и народные песни здорово воодушевили курсантов. Идея создания и открытия по всей стране летних лагерей принадлежит боевому генералу, командиру спецназа Ахмат, заместителю начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апте Алаудинову. Он лично приветствует каждого курсанта. Призывной боец, город Луганск. Иди сюда. Посмотрите, вот какие у нас на Луганской республике, у нас на Луганской земле, какие симпатичные девчонки. Видите все, а? Ребят хорошо кормят. В свободное время у них есть возможность проводить досуг, поиграть в шахматы и не только. Всем юношам по завершении курса вручили дипломы и благодарственные письма. Я вас всех всегда буду рад видеть у себя в гостях. Вы поняли меня? Вы всегда можете приехать в гости в Чечню. Вон там есть, значит, ребята. В любое время, даже если меня нет, вас встретят. И всегда вам будут рады. Затраты для проведения лагеря дружбы народов взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие обещает стать регулярным. Идея показала свою эффективность и пришлась по душе многим. Адам Магомедов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В столице наградили победителей и призеров Северокавказского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон. Искусственный интеллект». Конкурс входит в президентскую платформу «Россия. Страна возможностей». По итогам соревнования 12 команд победителей разделили призовой фонд в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Участники разрабатывали решения с использованием искусственного интеллекта в рамках 4 кейсов. Первое место и сертификат на сумму 300 тысяч рублей. В кейсе от MediaWise подбор локаций для размещения рекламы получает команда с нетривиальным названием «СПА». Возможность окунуться в мир прекрасного появилась у ценителей искусства. В Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялось торжественное открытие 3-й ежегодной выставки под названием «Где только горы, я и небо». Все работы выполнены в пленэрной живописи, то есть написаны не в мастерской, а на природе, которая служит основным источником вдохновения. Об экзистенциональных мотивах художников в работах расскажет Медина Мударова. «Где только горы, я и небо». Название выставки говорит само за себя. Более 120 пленэрных работ, на которых изображены величественные горные пейзажи Чеченской Республики, представили в Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова. Все это творение студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Чеченского государственного педагогического университета. Работы были написаны во время летней практики в регионе, которая проходила с 9 по 30 июля 2023 года. Больше это практика пленэр, которую мы проводим в горных местах. Вот в этот раз мы поедем в Кизиной, Шарой, потом и Тумкали. Будем посещать эти места и посмотрим новый взгляд, новые видения новых ребят, которые приехали в этот раз. И также будет, естественно, в следующем году традиционная выставка в таком же стиле, в таком же духе. Двусторонний обмен опытом реализуется уже на протяжении 3 лет. В его рамках обучения прошло множество студентов, в том числе и Хава Салтыханова, выпускница Чеченского государственного педагогического университета. 2 свои работы девушка написала в ходе практики в одном из высокогорных районов республики. Они также представлены в галерее. Это первое участие Хавы в проекте. Полученные знания она будет использовать в своих дальнейших работах.
На факультете мы занимаемся живописью и рисунком, а у них есть целый факультет графики. Там они используют различные материалы, такие как мелки, разные пастель. То есть у них больше техник. Вот мы наловчились у них некоторым из них. А вот Екатерине Ботынковой только предстоит прийти обучение у чеченских художников. Студентка 3-го курса пока ознакомливается с предстоящей работой, но уже в предвкушении. Ожидания самые вообще радужные. Мы все так ждали. Это поездка в Чечню. Наверное, такое очень яркое, я думаю, будет впечатление. И в целом по академии, на факультете такие слухи, что прям Чечня – это вот просто самое лучшее. Все очень хотят, у нас ребята по много раз ездили. Вот. И, конечно, мы все этого очень ждали и очень хотели. И я думаю, что это должно быть очень здорово. Все уже ждут, не дождутся, когда поедут в горы. Мероприятие проходило в рамках регионального проекта «Творческие люди Чеченской Республики». Также на выставке представлен комикс одной из студенток Санкт-Петербургской академии наук. Шакаро здесь живут люди. Это история о старинном чеченском поселении, расположенном высоко в горах. Здесь прошлое и будущее переплетаются между собой, наталкивая на мысли о судьбе чеченского народа. Лицезреть работы талантливых художников пришло множество гостей и официальных лиц. В их числе депутат парламента Аднан Нагаев. Он поприветствовал собравшихся, отметив важность подобных инициатив. Республика активно развивается, процветает. Благодаря грамотной политике Рамзана Ахматовича Кадырова в республике созданы все условия для того, чтобы молодые представители нашего народа проявляли себя во всех направлениях: и в спорте, в культуре, в искусстве, в изобразительном, литературном, музыкальном. Все возможности, все для вас делается. Ваше дело работать и развиваться. А работать и развиваться вам помогают такие маяки, которые впереди светят, которые для вас являются примерами. Это наш Рустам Яхиханов, это наш Асланбек Тугузов, другие деятели, которые своим примером, своим трудом, трудолюбием, талантом для вас являются примером, как надо самоотверженно трудиться ради блага своего народа, чтобы лучшие его качества в изобразительном искусстве, в литературном слове проявлять и душу своего народа. Те, кто не успел к открытию, смогут это сделать до конца месяца. Выставка продлится до 8 августа. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялось мероприятие в честь столетия Ханпаши Нурадилова. Почтить память героя СССР собрались официальные лица, общественники и активисты патриотических движений. На месте собравшиеся зачитали стихи о подвигах Ханпаши Нурадилова, который является одним из самых героических участников Отечественной войны. Организатором выступил Союз ветеранов группы советских войск Германии по Чеченской Республике при поддержке Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Родился, вырос, призвался в Республике Дагестан, но он сын чеченского народа. Легендарный пулеметчик, самый результативный пулеметчик в Великой Отечественной войне. Погиб, защищая нашу родину, Отечество в Сталинградской битве. В данное время он похоронен в станице Букановской. После тяжелого ранения, когда его везли в госпиталь, умер. И там же он похоронен. До сих пор на этой могиле ухаживают там местные жители. Мы вот такие патриотические мероприятия проводим для того, чтобы сохранить память о наших героических предках, дедов, отцов, чтобы вот эта связь поколения она сохранялась. В торгово-развлекательном центре «Грозный молл» состоялся мастер-класс «Образ на холсте». В течение 2 часов взрослые и дети, начинающие и профессиональные художники писали портрет-этюд с натуры под руководством заслуженного художника Чеченской Республики Рустама Яхиханова. Сопровождалось творческое собрание лирической музыкой в живом исполнении. Подобный мастер-класс прошел в Грозном уже 2-й раз. Его организовал Музей Чеченской Республики. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.